высокая государственная должность, она не должна тебе приносить на самом деле какую-то безумную радость. Хоть президентом станет, он не сможет этот свой нафс, удовлетворить. Каждого гражданина вводят в кабалу в итоге наше государство. Не вот так вот их позвали, 3 часа ругаются на заседании. Да? Я помню, мои коллеги были в шоке. Видимо, Создатель дает нам, что мы хотим, да? Какие-то вот вещи, орозо, там, пост держать, какие-то вещи. Вот мы же кыргызы делаем на автомате. Какой-то махаббат, да, к лошади есть у всех кыргызов. Иншаллах, я не забуду об этом своем обещании. Это не будет для меня трудно. Динара Ашимовна, мы поздравляем вас с утверждением. Спасибо. Депутаты Жогорку Кенеш. ЦИК официально огласил результаты. Какие чувства вы испытали, когда узнали, что вы стали депутатом? Конечно же, это какая-то моральная удовлетворенность, с одной стороны. Но я не могу сказать, что я испытала очень большую радость, потому что я сама вот немножко перфекционист человек. И сразу я как-то ко всему отношусь, смогу ли я на должном уровне выполнять функции. И вот эти мысли, видимо, мою перебили радость. Я какую-то удовлетворенность почувствовала, потому что я шла к этому долго. С 2015 года я уже в политике, и все мои усилия в последние годы это были усилия, направленные на то, чтобы прийти в парламент. Поэтому как личность, как юрист, я, конечно, какое-то почувствовала, что я получила какие-то результаты от своих усилий. Да? И в то же время, мне кажется, вообще любая должность, высокая государственная должность, она не должна тебе приносить на самом деле какую-то безумную радость. Она должна сразу накладывать на тебя много разных мыслей. И основные из этих мыслей, они должны быть о твоей ответственности. Потому что полномочия, которые есть у депутата, они и в настоящее время остаются очень большими. Эти полномочия могут и в личностном плане изменить человека не в лучшую сторону. Какая-то деформация может произойти, какое-то самодовольство может у человека возникнуть. В то же время, если на самом деле осознавать, насколько эти полномочия тебе даются, и от Создателя они же даются как миссия определенная, возлагается, видимо, и от веры людей это происходит, что ты получаешь эти полномочия. И вот я думаю, что насколько человек осознаннее будет к этим вещам подходить, настолько его работа будет потом ему приносить радость и удовлетворение. Вот такие смешанные чувства я испытала. Сейчас к вам прикованы взгляды, возможно, будут обсуждения, да, вокруг вашей личности, так как вы первая женщина в платке в истории суверенного Кыргызстана, которая стала депутатом в парламенте нового созыва. Вы готовы к определенной критике? Какие у вас эмоции относительно данного вопроса? Я думаю, что в данном случае к критике я буду относиться спокойно, потому что, да, за время нашего суверенитета, за время нашего советского прошлого, нашего государства я первая женщина, которая покрыта, которая в платке. Но если посмотреть на нашу историю, на нашу истинную историю наших великих предков, то наши мамы, наши великие известные женщины, как Курманжан Датка, как Жаңыл Мырза, как Каныкейны, они все красиво носили свои головные уборы с достоинством, при этом выполняли очень много государственных, общественных функций.
Поэтому это меня поддерживает. Осознание того, что я близка по духу к своему народу, к нашим лучшим традициям. И я благодарна вообще всем обстоятельствам, всему, что меня окружает, потому что я желаю каждому найти свой духовный путь, кроме общественного пути, потому что это значит, наверное, мое достижение, мое счастье, что я могу очень глубоко осознавать себя как личность в этом мире, и я могу применять все свои юридические знания, при этом понимая более глобальные вещи. Какие первые законопроекты вы хотите инициировать в первую очередь? У меня большие вообще претензии всегда были к нашей банковской системе. И я вот на встречах с избирателями об этом тоже очень подробно говорила. Я думаю, что одна из больших причин вот этого патового положения у нас в экономике — это вот такая неразбериха, неправильная постановка финансовой нашей системы, частью которой является банковская система. Первые мои законопроекты будут касаться изменения положений существующих законов в банковской сфере. То есть я намерена внести законопроекты и защищать такие законопроекты, которые приведут к тому, чтобы у нас в Кыргызстане развивались альтернативные исламские методы финансирования, когда не будет вот этих грабительских процентов на кредитов различных, которые вводят в кабалу. Каждого гражданина вводят в кабалу в итоге наше государство перед другими государствами. Первый законопроект будет касаться этого. Второй мой законопроект будет касаться ужесточения наказания за растление несовершеннолетних. Это очень плохой признак в нашем обществе, потому что как юрист я знаю, когда поощряется неким образом, либо же не назначается справедливая кара за страшные преступления, то вот эти преступления начинают развиваться в каких-то обществах. Кроме того, сейчас очень большие потенциалы у женской части нашего общества. Мое намерение хорошее поддержать предпринимательство в женской сфере и предпринимательство среди девочек. Мы увидели, что в большинстве вас поддерживали женщины, да? Особенно женщины, находящиеся в трудовой миграции, за рубежом. С какими проблемами и вопросами они к вам обращались? Получается, что женщины, которые находятся там по тем или иным основаниям, которые работают, либо же сидят дома, растят детей и готовят еду своим мужьям, которые работают, они практически выкинуты из социума. И из кыргызстанского социума они выкинуты, и в русском обществе, в российском пространстве они тоже лишены любых социальных каких-то льгот, любой помощи. И в этом плане сейчас тоже я внесла нашей фракции будущей уже свои предложения по тому, чтобы мы стали бы добиваться создания Министерства диаспор, как это есть в Армении и в Азербайджане. Если вы замечали, очень сильные диаспоры у этих государств, очень сильно. Почему? Потому что это регулируется государством. Регулируются эти именно министерства, они координируют деятельность с работы с мигрантами, миграционной нашей службы, миграционной службы других государств и посольств.
да, и вот там все вот заявления мигрантов, да, конкретно рассматриваются, диаспоры поддерживаются. И вот наша задача, вот отдельные какие-то люди здесь помочь не смогут. Посольства тоже ограничены в своих каких-то штатных единицах и так далее. Миграционная служба тоже у нас имеет очень много функций. И функции работы с мигрантами, они как-то растворяются во всем этом. Да? Поэтому мы намерены этого добиваться. Если же бюджет государства этого не позволит, то у нас есть, у нашей партии другой свой проект. Мы хотим создать общественный такой институт работы с диаспорами. Мы будем презентовать свои предложения и собирать для этого сторонников. И будем очень развивать вот, институт почетных консульств. Ваш трудовой опыт очень впечатляет. 25 лет практического стажа. Вы проработали на руководящих должностях в органах прокуратуры, стали известным общественным, да, деятелем, возглавляете Федерацию конно-боевых искусств и также реализовались как мама. В одной из своей речи вы сказали: «Я бы могла жить сытой и комфортной жизнью, потому что, в принципе, в этой жизни я уже добилась многого, да, во всех сферах, так, но не смогла остаться безучастной». Вот почему вы решились идти в политику, да, в это непростое и трудное время? Я в политику решила идти еще в 2015 году. Когда я работала в прокуратуре, я решила идти в политику. Я помню, мои коллеги были в шоке. Ты здесь всего добилась, да, подполковник прокуратуры, очень влиятельный. Причем я была должностным лицом очень влиятельным, ко мне много людей ходило. И говорят: зачем тебе сейчас начинать все с нуля? С одной стороны, вот смотрите, да, вот вы мать, и я мать. Мои дети тогда как раз выросли, начали только, первые дети уже поступили. Я поняла, что я зарплатой своей не смогу им обеспечить элементарную возможность учиться хорошо. Соответственно, я должна уже искать какой-то другой путь, да, получать, я не знаю, взятки, вознаграждение, что-то. Во-первых, оказывается, когда дети вырастают, очень увеличиваются расходы, да, если ты хочешь им дать хорошее образование, дальнейшее, высшее образование. Во-вторых, если ты хочешь, скажем, жить в достатке, то ты должен либо выбирать бизнес, либо ты должен выбирать свободные какие-то компании сам создавать, либо ты должен соглашаться, что ты будешь госслужащим, но честным. И, соответственно, я тогда поняла, что госслужащим тоже нужна помощь. Да, я тогда, у меня были же такие мысли, я была прям прокурорский работник, я понимала их проблемы тоже, прокурорских работников. И я поняла, надо создавать госслужащим хорошие условия, чтобы они честно могли работать, при этом нормально тоже, да, создавать условия для своих детей. То есть, наверное, я вот сейчас, когда встречаюсь со своими бывшими коллегами, я говорю, я, наверное, первый человек, которая ушла с прокуратуры, чтобы создать материальное благополучие честным путем и не бояться. Да? Вот я сейчас приду, декларацию буду заполнять, все мои, допустим, какие-то расходы, они были и доходы получены после того, как я ушла с прокуратуры и начала вести свою, да, деятельность юридическую, ну, на частной, на бизнес-основе. Да? И вот, то есть сама неудовлетворенность системой государственных органов, сама неудовлетворенность, ну, в прокуратуре ты каждый день сталкиваешься, то у тебя проверка в сфере образования, то в сфере таможенных служб, то в сфере здравоохранения, и ты видишь самые-самые, значит, причины в каждой сфере, да, почему все происходит, ты видишь, какие страшные результаты от необдуманных реформ происходили.
Вот и мои знания, с одной стороны, да, мой опыт, он сыграл такую злую шутку со мной, да, мне стало очень плохо, мне хотелось сделать какие-то вещи, чтобы поменять многие вопросы. И в это время я, знаете, даже я не любила включать какие-то каналы либо соцсети, я не могла смотреть даже, что обсуждают депутаты, когда происходит совсем другое в обществе. Какие вопросы они считают приоритетными, когда здесь вообще другие надо вопросы рассматривать. И вот я тогда уже решила уйти из прокуратуры, пойти в парламент. Первый раз у меня не получилось, партия не прошла. Потом уже, будучи адвокатом, да, ведя адвокатскую деятельность, ведя деятельность по защите экономических прав инвесторов, у меня взгляды опять теперь кардинально поменялись. Изучая вашу биографию, меня поразило, что, открыв свою частную консалтинговую, да, юридическую компанию, выступая в роли адвоката, вы не проиграли ни одного дела. И также часто отмечаете, что проблема нашего общества в том, что до этого в парламент приходили люди без юридического образования, да, которые не разбирались в законах. Вот как вы считаете, вот ваш багаж знаний, да, что вы являетесь именно таким профессионалом-юристом, поможет именно выйти нашему законотворчеству на какой-то новый уровень? Я постараюсь добиться того, чтобы законы стали качественные. Я всегда говорила, что нужны экономисты, нужны юристы в парламенте. Да? Почему? Потому что они понимают вот эти закономерности. Допустим, врач, если понимает, как будет развиваться заболевание или же излечение, точно так же юристы, например, понимают, как вот этот закон отразится потом в обществе, какие будут последствия. Какой закон будет работать или нет, сразу ты уже видишь. Ну, я думаю, что это очень легко сделать, если сами депутаты будут исполнять законы, когда будут принимать. Это что? Во-первых, депутаты должны требовать, любой законопроект, который будет выставляться на их обсуждение, они в первую очередь должны требовать, как он будет финансироваться. Где у нас деньги, чтобы он финансировался? Да? У нас же принимают закон о защите, скажем, от насилия. А у него нет вообще бюджетного подкрепления, он не будет исполняться. Все, мы уже знаем, что это не будет. А каждый закон, который не исполняется, он рождает неверие в народе, в государственные институты. Вот первое, что я буду добиваться, это чтобы законы принимались только реальные, не в угоду каким-то там международным донорам, а в угоду людям. Чтобы этот закон, хоть он будет краткий, хоть он будет вносить небольшие изменения, но в хорошую сторону он должен финансироваться. Вот. Ну и в части, конечно, законодательных техник, каких-то тонкостей, которые дадут преимущество нашему обществу, да, знаний у меня достаточно, в этом я могу об этом убежденно говорить, и я буду прикладывать все свои усилия. Возвращаясь к теме платка, зачастую, чтобы надеть платок, решиться на такой ответственный шаг, нужна какая-то причина, да, либо толчок. Что вас побудило в корне изменить, скажем, свой внешний вид, да, свои взгляды на жизнь и покрыться? Ну, какая-то потребность в этом у меня была, возможно, всегда. Я помню, когда я еще в Джалабаде в 1997 году только устроилась на работу, мой отец, он приехал только с Мекки. Он ездил на хадж, но он тоже был очень до этого партийным функционером, да, очень так грамотно, глубоко относился к любым знаниям. И вот он в возрасте после 60 начал изучать арабский язык, очень достиг многого в этом. Я у него тогда уже спросила, говорю, вот вы уже аджи, ата, а я, оказывается, в прокуратуре. Там есть
закон о форменной одежде положение. Как это будет? Как я должна поступать? И он говорит, ну, ты придешь к этому, потому что ты хороший человек, мне он сказал. Ты придешь к этому, у тебя нет другого пути. Но тогда я как-то не обратила, может быть, внимания. Ну, видимо, Создатель дает нам, что мы хотим, да? Какие-то вот вещи, орозо, там, пост держать, какие-то вещи. Вот мы же кыргызы делаем на автомате. Я это тоже делала, старалась какие-то. И я полагала, что это я делаю как мусульманка. Но когда ты уже начинаешь любую, даже науку, любую, да, ты начинаешь глубже изучать, ты же понимаешь, что ты очень мало знаешь, оказывается. И когда я стала изучать это великие знания же, я, видимо, уже стала приходить к этому убеждению. Потом окружающие меня люди появляться стали такие же. Что для вас платок в 3 словах? Это достоинство, это мудрость для меня, это красота для меня. На вид вы хрупкая, очень нежная женщина, но многие характеризуют вас как решительную, волевую личность. И очень интересно, вот другая сторона вашей жизни, что несмотря на свою женскую натуру, вы основали и руководите Федерацией конно-боевых искусств, да, в Кыргызстане. И благодаря вам вот наши джигиты показывают мастерство, именно кочевническую культуру, показывают джигитовку, да, на международной вот арене в других странах. Вот расскажите вот об этом. Как вообще вам пришла эта идея? Ну, все дело, возможно, нашей кыргызской генетики. Мы же, кыргызы, все любим лошадей, да? У нас какой-то махаббат, да, к лошади есть у всех кыргызов. Но меня к этому воздвиг мой сын. Он очень любил спорт, начал заниматься санджигитовкой. И однажды я увидела его выступление в цирке, вот на джигитовке. И потом я не смогла спать несколько дней. Мне вот это все время будоражило. Я начала изучать. И в итоге, наверное, вот какие-то мысли вообще в общество одновременно, мне кажется, приходят. Потому что вот в это время стала уже идея игр кочевников у многих людей возникать одновременно. Идея стала возникать, значит, создание национальных видов спорта, да, у всех. Вот в это время я просто стала помогать федерации. Не федерации, это были просто джигитовщики. Мой сын приходил со своим тренером, его супругой, и они все время какие-то свои проблемы, да, никто их не поддерживал, чтоб сеном помогли, там, подлечить лошадок помогли, еще что-то, вот такие вещи. С пропиской там помогли, или там где-то айылдан келген балдар, чтобы им помогли какие-то земельные участки, которые они положены им, да, решить. И вот они, видимо, почувствовали, что я только обращаю внимание. Они ко мне собрались, пришли. И вот так была создана федерация. А потом уже, вот сейчас тоже депутатом стала Аталиева Камила Джеке. Она была министром тогда культуры. Я зашла к ней тогда, говорю, вот так, игры кочевников. Мне, говорю, денег не надо, федерации тоже не надо. Мы вот лошадей, все, я собрала все, что мы могли от родственников лошадей, я собирала от знакомых. Просила еще, опять же, знакомых дать машины. Я говорю, мы отвезем лошадей. Я сошью им одежды, да, я женщин таких собрала. Говорю, самое главное, говорю, лицо Кыргызстана — это не только наши артисты тоже, да, которые будут петь на открытии, показывать свое искусство, но самое главное, говорю, мы должны показать, говорю, наши игры, это бренд, говорю, Кыргызстана, мы должны, чтобы джигиты прошли и показали трюки в начале. Ну вот это прижилось, и в каждом открытии игр кочевников это происходило. После этого очень много стали поступать предложений от цирков, от киностудий к нашу федерацию, чтобы мы дали им ребят.
И очень много контрактов мы на этом основании заключили. Сейчас эти ребята очень достойно зарабатывают свои, значит, гонорары во многих странах, занимаются очень красивой работой и полезной, потому что там, где они выступают, всегда спрашивают, это кто? Это кыргызы. И потом изучают, гуглят и смотрят, кто мы такие. Это все равно, что Бразилия, футбол, Кыргызстан и лошади. Я заметила, что вы любите историю Кыргызстана, много читаете, и у вас среди наставников вот известные историки, да? И в одной из своей речи вы сказали, что в трудные времена, когда настигает вот какая-то мысль, вы обращаетесь вот к истории Кыргызстана и находите ответы там. Потому что мудрость народа у нас неисчерпаема. Мы не зря являемся самым древним народом. Да? Мы являемся, вообще это самые высокие ученые мира признали, что кыргызы — это прародители алтайской цивилизации. Вообще мы являемся истоком целой цивилизации. Соответственно, дух народа, его убеждения, наш эпос Манас тоже был дарован нам не просто так. Значит, это вот такой генотип у нас, такой потенциал у нас имеется. Это не в какую-то там, не в ущерб другим народам. Мы же, например, говорим, немец, да, он точен, да? Вот, японец, да, он умен. Вот такие вещи у каждого народа есть отличительные. Наш же отличительной чертой является геройство. У нас высокий героический дух, мы умеем преодолевать такие вот самые страшные трудности, умеем мы преодолевать. Просто вот мы на уровне государства, при создании нашей идеологии, которая, к сожалению, до сих пор отсутствует, мы должны вот это учесть. Бытует мнение, что женщине активной тяжело совмещать какую-то общественную, политическую деятельность и вести быт, семью, да, вот семьей. Кто у вас больше всех поддерживает в семье? Как вы говорите, брала все из истории. Вот я вам отвечу словами, которые тоже взяты из истории. Курманджан Датка, да, которая была удостоена высокого звания в те времена, да, патриархальные. Я же алайская, поэтому я слышала много историй реальных о ней. И одна из историй, что она, куда бы она ни приезжала, в какую бы она зимовку или кочевку ни приезжала, первым делом она начинала исправлять юрты, оказывается. Катай, у вас юрты не белые, понимаете? Где бы она ни находилась, месяц или два, она исправляла быт там. При этом она прекрасно справлялась с подготовкой воинов для войн. Да? И вот это прекрасный пример нашей кыргызской амазонки. Любая кыргызская женщина может справляться прекрасно и дома, и в обществе. Это у нас есть, мы быстрые же кыргызские женщины, поэтому даже много путешественников, когда описывали кыргызских женщин, они же замечали, что во время войн мужчины знали только сесть на коня и смело ринуться в бой. А как, значит, эвакуировать, да, селение в безопасное место, отвечала женщина тоже целый стратегически этот она исполняла, получается, да. То есть кыргызы всегда к женщине относились не просто так, там, к хозяйственной какой-то своей жене. Ей поручалось самое важное же. Поэтому это не проблема. Кто для вас пример для подражания? Примером для подражания в юридической сфере всегда была для меня Баекова Чолпон Турсуновна. Вот. Именно как честный государственник, она для меня мой кумир. Я ее лично не знаю, она меня не знает, но вот она была всегда для меня примером депутата эффективного, честного. Вот. В части, значит, хозяйственных каких-то решений моим примером всегда светлым, лучшим остается моя мама, которая вот, ну, алайцы, даже вот когда я встречаюсь сейчас, да, сразу они вспоминают мою маму, ее
Дастархан, какой она была женой и какой она была матерью. Многие женщины обратили внимание, что вы очень красиво и стильно одеваетесь. Да? У вас разные такие образы. Вы обращаетесь к услугам стилиста или вы сами формируете свой гардероб? Я сама формирую свой гардероб. Я могу даже похвастаться, что именно вот во время первых игр кочевников арт-студия, которую я создавала, моя дочь ее развивала, мы завоевали первое место в конкурсе Бельдемчи. То есть у меня у нас же тоже каждая кыргызка умела создавать свою одежду же, да? Это у нас есть. То есть мы можем и без стилистов подобрать себе. Я никак не умаляю, значение стилистов, но ты должен цельно видеть себя изнутри, как ты хочешь выглядеть сначала. Стилист же не знает, кто ты вообще внутри. Если ты любой мужчина или женщина, она знает себя изнутри, она может, соответственно, и дать месседж окружающему миру, да. И поэтому, да, я сама продумываю свои луки, как сейчас принято говорить. И напоследок, какой посыл, да, женщинам, какой совет вы дали бы женщинам, которые сейчас, возможно, не верят в свои силы, да, не верят в свой успех, у которых много проблем? Вот что бы вы хотели посоветовать? Я бы хотела дать им очень работающую формулу, которая мне тоже часто помогала. У меня тоже же было очень много трудностей, я тоже было время, когда я с проездными ездила, да, у меня не было даже на дорогу денег, у меня даже не было, первое время, когда я работала в прокуратуре, у меня не было, скажем, денег на обед, я из дома приносила, да, готовые бутерброды, это мы все проходили, все испытания, которые нам даются, они полезны, они нам нужны, вот это надо осознавать. В первую очередь, каждой женщине, каждой девушке, которая испытывает трудности, надо поменять угол взгляда на это. Она должна понять, что это ей полезно. Когда она уже это поймет, у нее начнет работать уже разум, как правильно выходить, да, из этой ситуации. Мы же не одни, всегда же мы не одни же, да? И, конечно, надо искать свои сообщества. Для того, чтобы выйти на какие-то новые ступени, будь то только первый шаг или же масштабирование уже существующего бизнеса, один человек, трудно ему добиться. Сейчас мир глобализации, поэтому надо всегда верить в себя в первую очередь, а во вторую очередь надо искать хороших людей вокруг себя. Поразил вопрос одного человека, который был в инвалидной коляске, и он у вас спросил: а вы останетесь ли такой, да? А будете ли также открыты простому народу, будете ли с нами также встречаться? Я ему пообещала, и иншаллах, я не забуду об этом своем обещании. Это не будет для меня трудно, наоборот, я всегда им хотела помогать. И мне не получалось помогать в той мере, в которой я хотела бы. А теперь у меня есть же возможность. У меня есть возможность не, как говорится, не дать ему рыбу, а дать ему удочку, чтобы он постоянно ловил себе рыбу. Да? У меня много знаний для этого, у меня много сейчас возможностей, чтобы дать этим людям очень хорошие инструменты. И обратить внимание государства. И не только, я очень близко общаюсь с этими людьми, я учусь у них героизму. Вы знаете, я сколько встречалась за это время с людьми, которые ограничены в своих возможностях. Ни у одного денег не попросили они все просили работу. Верите? Вот настолько у них наоборот, видимо, сознание очень такое вот заостренное становится, они себя больше познают.
И я буду делать все для того, чтобы часто с ними встречаться. И много у нас идей с ними уже есть для того, чтобы создавать именно достойную работу для них, чтобы они достойно, так же, как и неограниченные, как мы, люди, могли также жить, также зарабатывать на жизнь. И также достойно учиться, смотреть страны, заниматься спортом. Я буду этим не заниматься, как, скажем, потому что я пообещала, я буду с этим заниматься с радостью в душе.